Что вы будете делать? Как будете защищаться? Или просто оставите это на самотек? Как и в прошлый раз. Пусть делает, что хотят. Пусть делают. Пока на что у них сил хватает, пускай действует. Пускай действует. Всему придет конец. Есть предположение, что вас могут задержать, вы готовы? На все я готов. Человек, когда рождается, он должен быть на все готов. Когда человек идет в политику, он должен быть готов на все. Когда человек делает бизнес, и он должен. Человек делает, если журналистикой занимается, и он должен быть готов. Все должны быть готовы. Аида Джумашева, 4 Адам Акимцамбаевич, скажите, пожалуйста, вы говорите, что это связано как бы с политикой, да, уголовное дело и так далее. Но связано ли это, получается, с вашим мнением и с вашим голосом по Кемпирабаду? И если есть предпосылки к этому, да, то есть говорили о том, что Исхак Абсаматович тоже должен проходить по этому делу. То есть ему не предъявляли никаких... Ну, Исхак Абсаматовича я не знаю, предъявляли или нет. Если да, тогда сегодня должны были озвучить. Безусловно, и не только Кемпирабад. Здесь и казино, здесь и легализация капиталов, здесь и некоторые межгосударственные соглашения, здесь и другие вопросы есть. Так что моя личная позиция категорически не совпадает с нынешней властью, что само по себе достаточно страшно для них. И каждый день говорить о тех недостатках, о тех нарушениях Конституции, для них это как бельмо в глазах. Последний пример вам по 44-й статье Конституции, что на опережение сработали, но опять-таки очень безграмотно подготовили ответ и разъяснение Конституционного суда. Говорит, тогда, когда у государства появится возможность, он имел в виду вот это, вот так они же толковали 44-ю статью Конституции, но при этом есть закон о введении в действие Конституции. Там четко написано, что данная статья, именно 44-я статья, часть 3, вступает в силу с 1 января 2023 года. Это четкое указание. А вас еще не вызывали никуда? Куда? Если вы помните, буквально 2-3 дня назад Конституционный суд какое-то объяснение давал, что возбуждение уголовного дела не потребует согласия парламента. Помните, да? Буквально 2-3 дня назад. Это лично для Мадумарова было подготовлено. Вот этот Конституционный суд на сегодняшний день, к сожалению, к большому сожалению, она тоже превращается в инструмент воздействия, в инструмент давления в руках власти. Мы можем говорить о том, что Конституционный суд, как самостоятельный орган, а судебная система вообще в целом, к сожалению, оказывается под жестким контролем сегодняшней власти. То есть раньше, как Садыр Джапаров говорил, если раньше было 3 ветви власти, теперь их нету, теперь я один. Если вы помните, он 2 года назад так заявил, так? И вы тоже помните. Вам тоже боязно писать, наверное. Я просто напоминаю вам. Но пока еще не вызывали, да, на вопрос? Я сегодня узнал. Говорю, что сегодня. Я же еще из зала не выходил.